В Большом зале администрации Вурнарского района состоялись публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Вурнарского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Вурнарский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром в поселке Вурнары. В слушаниях приняли участие главы городского и сельских поселений. С основным докладом по вопросу о преобразовании Шумерлинского района в Шумерлинский муниципальный округ выступил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. В своем выступлении Лев Геннадьевич разъяснил участникам публичных слушаний особенности преобразования Шумерлинского района в Шумерлинский муниципальный округ. Глава администрации указал, что Шумерлинский район вместе с Красноармейским районом участвует в республиканском пилотном проекте по преобразованию муниципальных районов Чувашской Республики в муниципальные округа. Так вводится единый механизм управления, один глава, один представительный орган, одна администрация, единый бюджет и план развития территории, один центр принятия решений. Устраняются проблемы двоевластия, когда один из уровней самоуправления, поселения, не имеет возможностей для качественного решения вопросов местного значения, а другой, муниципальный район, не имеет полномочий по их решению. Исключается дублирование полномочий по решению вопросов местного значения. Один орган местного самоуправления несет всю полноту ответственности. Появляются возможности по реализации крупных проектов по строительству, благоустройству, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, вне зависимости от уровня бюджетной обеспеченности. Без внимания не останется ни один населенный пункт. Появится возможность решать накопившиеся за долгие годы проблемы в рамках стратегии развития территории всего муниципального округа. Появляются возможности для решения кадрового вопроса и повышения качества оказания муниципальных услуг, сохранения и привлечения более квалифицированных работников и, как следствие, более эффективная структура администрации. Обеспечивается равный доступ граждан к качественным муниципальным услугам. В ходе доклада Льву Геннадьевичу был задан ряд вопросов, на которые были даны подробные и исчерпывающие ответы. По итогам обсуждения участники публичных слушаний единогласно решили одобрить проект решения собрания депутатов Шумерлинского района о согласии на преобразование муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Шумерлинского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром в городе Шумерля. Вурнарский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Федерального совета Российской Федерации, председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации на территории района инвестиционных и инфраструктурных проектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Первым объектом посещения стал сельскохозяйственный производственный кооператив «Мураты». Возглавляют его братья Геннадий и Юрий Спиридоновы. Геннадий Спиридонов обозначил проблемные вопросы. В первую очередь он затронул вопрос возможности субсидирования хозяйств, закупающих минеральные удобрения и средства защиты растений. Также на обсуждение руководитель хозяйства вынес вопрос ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения Вурнары-Убеево-Красноармейская в направлении деревни Большие Яуши и строительство дороги по улице Центральная в деревне Синьял-Яуши. Далее путь пролег на предприятие ООО «Вурнары» завод.ком, занимающийся переработкой молока. Руководитель предприятия Федор Волков провел гостей по цехам и ознакомил с процессом производства. На заводе налажено производство молока, творога, сметаны, кисломолочной продукции, масла и сливок твердых форм. Федор Волков отметил, что несмотря на трудности, предприятие наращивает объемы производства. Руководитель рассказал о дальнейших планах его развития, обозначил некоторые проблемные вопросы, связанные с налоговой задолженностью предприятия. Следующим пунктом посещения стало промышленное предприятие химического производства «Вурнарский завод смесевых препаратов». Начальник управления социального обеспечения Евгений Захаров увлекательно провел экскурсию по залам музея, поведал об истории завода. Генеральный директор Владимир Свешников вкратце рассказал о предприятии, о немалой поддержке району со стороны компании «Август». В частности, он говорил о помощи муниципалитету по подготовке проектов и проведении их экспертизы для участия в различных государственных программах. Так, благодаря готовому проекту району удалось попасть в федеральную программу и построить биологические очистные сооружения в Вурнарах. Конечным пунктом посещения стало крестьянское фермерское хозяйство Фадеева Алексея Николаевича. Также делегация посетила новую ферму, построенную за счет средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Член крестьянского фермерского хозяйства Елена Фадеева обозначила волнующую проблему. Она отметила, что надо обратить внимание на поддержку малых хозяйств и крестьянского фермерского хозяйства по выделению субсидий на реализованное молоко.
молоко. Депутат Анатолий Аксаков по завершению рабочего визита отметил, что все вопросы, озвученные сегодня, актуальные. Все они направлены на дальнейшее развитие.